Мы продолжаем знакомить вас с приемными семьями Нюрбинского улуса и сегодня побываем в селе Акана в гостях у Алексея Ивановича и Анны Прокопьевны Иннокентьевых. Приемной семья стала 13 лет назад. Вырастив двоих родных детей и троих приемных, Анна Прокопьевна и Алексей Иванович взяли на воспитание еще 3 мальчиков. У нас 8 детей, 2 родных и 6 приемных. 3 выпускников, 3 здесь в школе учатся. 13-летний Тамерлан воспитывался в детском доме и вот уже 3-й год живет в приемной семье Иннокентьевых. Своим родителям я отношусь уважительно, хорошо, помогаю им во всем. Всегда учусь, не опаздываю. Младший брат, 12-летний Батырхан, также тепло отзывается о приемных родителях. В семье мне лучше, чем в детском доме. Тебе здесь чем нравится? Работа, отдых, а еще учиться. Батырхан, расскажи, а что с папой приемным вы делаете, чему он вас учит? Я люблю с ним строить КамАЗ, когда он ломается. Когда мы что-то там начинаем что-то другое там улучшивать наш дом, я там говорю ему подсказки, чтобы он там правильно все делал. Молодец. То есть ты даже подсказываешь папе, как делать, да? Да. 10-летний Рома воспитывается в приемной семье совсем недавно. В семье я живу хорошо, там меня нормально, хорошо кормят, еще одевают много одежды, и для учебы тетради покупают, и ручки, книги там, много чего еще. Большую роль в воспитании играет приемный папа Алексей Иванович. Он работает на КамАЗе и в свободное время приобщает мальчиков к технике. Они подают папе инструменты и помогают в ремонте машины. «22-летний Егор – второй выпускник приемной семьи Иннокентьевых. У Анны Прокопьевны и Алексея Ивановича Егор воспитывался 13 лет. Он получил образование, специальность управляющего общепитом, женился и до сих пор с радостью и благодарностью приезжает к приемным родителям. Приемные родители дали того, что у меня не было семью, много опыта для себя, будущего для меня. Егор, сейчас у ваших родителей приемных уже следующее поколение детей, да, вот такие замечательные мальчишки. Угу. Вы их считаете как свои братья, да? Да, уже Вот вы их чему обучаете как старший брат? Не лениться, много работать, потому что в будущем это будет полезно для них самих. В пользе труда мы убедились, увидев бассейн, построенный Алексеем Ивановичем вместе с мальчиками. Oğullarganan basseyin tupputu. Bıraktırım kelir taramatın tutamın onu oğullarım kemelehenlerde bu üse vardık tutan biteren. Bağınlatını markata tılasıpput. İki tonna lağıtı da. Uğun boçuğu kiydi. Hata hılı bata oğula diyedim hayın oğla hılı yere bit. Kiyehet yürüyürü gel. Müsügay. Hata kas Красивый и уютный дом также построен Алексеем Ивановичем при непосредственном участии приемных мальчиков. Bova volammat te kinneler bar bolanatta hygan kotagan ordama että kinneler hygan kotagan olladdan biereller. Помимо приучения к труду, большое внимание в приемной семье Иннокентьевых уделяется спорту. Все мальчики активно занимаются различными видами. Их успехам очень радуются приемные родители. И секрет успешного воспитания прост.
Otoğlar tuğul tekmata bälerin görsen kaya öydeten. Batağınlara hayten tülüyle ülağa Охуенно. oğuyan egen. Mas bolduğunu urutemiyot tuğretibit. На ваш взгляд, какие меры социальной поддержки еще необходимо добавить приемным родителям? Etinne hatta ağlarım ya. Priyonnasim ya ağlar temiye bara kaçsa oğlar but. Bu oğlar but ondan. De bävit yerdağınım ya. Bu plata kuduk bağ körüllere boldur tuğen. Ya bağa hana. Приемная семья Иннокентьевых не только трудится на улице по хозяйству, но и любит готовить различные блюда. Биги бу тугастан ребит кыгын хап хайын витаминдер битин назиму каханамыт төсинези коңстон ребит бу устар сайыны бу хаста доңстон хети бит тоңор бу төссө кабы кабачоктан эми оңорон ребит манна воллана ми хаолорум көмөлө хөллөр Илья так боландар этикке кыраларым чеснокер болорлор бу төсинези тене чуга эденин кириден агаяк онна кыгын хилге чуга макарону инкетте хилге онна шейкран урухпут барынын урухпут. Приготовление блюд, безусловно, один из моментов, сплачивающих семью. В Нюрбе мы смогли увидеть квартиру, которую получил Игор, и в том, чего он достиг, конечно, заслуга приемных родителей. Ваши пожелания вот вашим приемным родителям? Всего самого наилучшего. Берегите себя и своих родных. Ну и главное, детей. Дети – это наше будущее. Мы присоединяемся к словам Егора и надеемся, что приемных семей у нас будет больше. На ваш взгляд, какие меры поддержки еще необходимы для полноценного, хорошего развития приемных семей? Вот всегда мы при встрече с приемными семьями говорим о том, что детей воспитывают два родителя – мать и отец. А вознаграждение получает только тот родитель, который подписал договор о приемной семье. Нам хотелось бы, чтобы как-то привлечь, что ли, больше людей стать приемными семьями, дать вознаграждение обоим родителям, потому что они оба воспитывают, оба занимаются воспитанием детей, проблемы какие-то решают оба, поэтому и отцу, и матери в равных, скажем так, долях. Да? Вот. Это первое. И второе, почему-то наши приемные семьи воспитывают до 8 детей, до 8 посторонних детей. Но они никак не подпадают под статус многодетных семей. Вот очень бы хотелось, да, в Республике Саха, чтобы приняли закон, где им в законе или там на какой-нибудь акт, где бы было прямо так черным по белому написано, придать статус многодетной семьи приемным семьям. Да? Это второе. И третье. Да, мы летний отдых для детей организуем. Ну, предусматриваются какие-то денежные средства, мы стараемся организовать, охватить больше детей. Да? Направляем детей на море и так далее. Но дети ездят одни туда, с сопровождающим. А хотелось бы, чтобы они съездили туда с родителями. Но на родителей, вот не на детей, в таком случае, да, не на родителей проездные расходы никто не оплачивает. Вот очень бы хотелось, но хотя бы один раз в 2 года предусмотреть вот такую возможность оплатить проездные расходы на опекуна, на приемного родителя и на детей. К сожалению, социальное сиротство, мне кажется, с каждым годом, пусть маленькими темпами, но растет. К
К сожалению, есть родители, которые безответственно относятся к воспитанию своих детей, поэтому они лишаются родительских прав, и дети передаются или на попечение государства, или вот приемным семьям, устраиваются в семьи. И для того, чтобы вот увеличилось число приемных семей, ну, может быть, будут против того, что я скажу, да? Но ведь матерям же предусматривается вот материнский капитал, рождение второго ребенка, третьего ребенка и так далее. Вот было бы очень хорошо предусматривать вот такое же денежное вознаграждение, что ли, единовременное хотя бы денежное вознаграждение при приеме на воспитание третьего и последующего ребенка. И еще у нас есть опекуны, которые хотели бы стать и приемными родителями. Они вот хотят принять в семью много детей, но при этом, чтобы ухаживать за этими детьми, кто-то из этих родителей желает сидеть дома и заниматься именно воспитанием детей. Но трудовой стаж не предусматривается. И если бы предусматривался вот такой, насчитывался трудовой стаж, может быть, тоже желающих стало бы больше. Сегодня мы познакомим вас с трогательным малышом, которому очень нужна семья. Знакомьтесь, это Артем. Ему 6 месяцев. У него искусственное вскармливание, пьет молоко из соски, знает свое имя, улыбчивый мальчик. Да, Артем? Умеет с живота на спину переворачиваться, любит общение, да, любит играть, держит игрушки в руке хорошо. Артем – замечательный, открытый малыш. Он тянется к взрослым, любит внимание и общение. И мы очень надеемся, что для него найдется семья.